Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте! В студии Алиса Шамба. Уважаемые телезрители, во время абхазского выпуска новостей возникли технические неполадки, за что мы приносим свои извинения. Продолжаем выпуск. Премьер-министр Беслан Барцец провел совещание по организации проведения выборов президента России на территории Республики Абхазия. В соответствии с законом Российской Федерации, организацией и подготовкой выборов на территории чужого государства, где проживают граждане России, занимается российское посольство. Посол России в Абхазии Семен Григорьев проинформировал, что принято решение об увеличении количества избирательных участков до 19. Премьер-министр Беслан Барцец отметил, что увеличение количества избирательных участков было необходимо, так как большое число жителей Абхазии, имеющих гражданство Российской Федерации, примут участие в голосовании. На территории нашей республики будут задействованы участки в следующем порядке. Сухум – 4 участка, Гагрский район – 4 участка, Гудаутский район – 4 участка, Гулрыпшский район – 2 участка, Ачамчирский район – 3 участка, Тхуарчал – 1 участок, Гал – 1 участок. Беслан Барцец дал поручение главам городов и районов оказать содействие посольству Российской Федерации в Абхазии в подготовке организации проведения выборов президента Российской Федерации. Широкий общественный резонанс получили списки кредиторов, опубликованные на сайте Генпрокуратуры. Напомним, что в соответствии с распоряжением президента Абхазии Рауля Хаджимба, Генеральной прокуратурой во взаимодействии с Национальным банком и другими государственными органами проводятся мероприятия по финансовому оздоровлению банковской системы Абхазии в части возврата выданных ранее кредитов физическим и юридическим лицам, сберегательным банкам и средств специального внебюджетного фонда приватизации. В рамках этих мероприятий были опубликованы списки, предоставленные Нацбанком. Мы поинтересовались у председателя Банка Абхазии, все ли недобросовестные заемщики вошли в этот список. Ответ Беслана Барателя в репортаже на Алыкове. Генеральная прокуратура республики опубликовала списки должников по кредитам, выданных ранее физическим и юридическим лицам, сберегательным банкам и средств специального внебюджетного фонда приватизации. Почему мы говорим исключительно о сберегательном банке? Речь идет о тех средствах, которые должны вернуться государству, поскольку сберегательный банк – это единственный государственный коммерческий банк в Республике Абхазия, поэтому мы говорим исключительно о тех заемщиках, которые брали кредит в государственном банке. Безусловно, что в Абхазии большое количество заемщиков, которые брали кредиты в коммерческих банках и не возвращают их, но это уже другая история, это отношение частного банка с частным бизнесом и физлицами. Поэтому, естественно, Государственная комиссия вопросами возврата денег, взятых в коммерческих банках, не занимается. Как бы я хотел остановиться на том, что речь идет исключительно о сберегательном банке. В списках прокуратуры представлен список тех, кому выдан был кредит из ресурсов сберегательного банка. Я так понимаю, позже будет вывешен список заемщиков тех, кому выдавались деньги из приватизационного фонда Республики Абхазия, но это будет другой список. В списке из 17 страниц 316 физических лиц и 44 юридических. По настоящее время сумма задолженности по кредитам составляет соответственно 286 миллионов 864 тысячи 831 рубль и 3 миллиона 155 тысяч 516 долларов США. Это задолженности по линии Сбербанка и 180 миллионов 883 тысячи 500 рублей средств специального внебюджетного фонда приватизации. Как подчеркнул Беслан Барателя, списки неполные, и в них нет заемщиков за последние несколько лет, и не только их. Очень много вопросов было по поводу того, почему списки старые, 2010 года, 2008 года, нету списков прошлого года, позапрошлого. Значит, в первую очередь мы опубликовали списки тех, по которым уже есть судебные решения. Мы не имеем права обнародовать информацию, пока не принято решение суда. Но хочу сказать, что с тех пор, как введена временная администрация с середины ноября, в суды Республики Абхазия переданы иски на сумму 150 миллионов рублей. Это дополнительно, помимо тех, которые уже обнародованы. Поэтому в ближайшее время, после того, как будут приняты судебные решения, будут вывешены и представлены списки заемщиков, которые должны вернуть сберегательному банку 150 миллионов рублей. Помимо этого, в наши дни, сегодня, вчера, ведется активная работа и готовится новый пакет
значит, документов, который будет передан в суд. Вот на данный момент, на сегодняшнее утро, где-то на 120 миллионов рублей подготовлено материалов для передачи в суд. Поэтому если сложить две суммы, которые уже переданы, 150 и еще 120, то есть получается 270 миллионов, к тем 600 добавится и получится огромный кредитный портфель. Председатель Национального банка страны также отметил, что после введения временной администрации Сбербанка большое количество заемщиков, не вернувших кредиты в положенные сроки, начало обращаться с просьбой о реструктуризации долга. То есть они не могут вернуть деньги в срок, но просят продлить, установить новый график, подписать дополнительное соглашение. И я хочу сказать, что Сберегательный банк всегда, вот повторюсь, всегда идет навстречу, где это возможно, потому что задача банка не наказывать заемщиков, а создать условия для того, чтобы они могли выполнить свои обязательства, а Сберегательному банку главное вернуть деньги для того, чтобы он устойчиво функционировал и выполнял обязательства перед своими клиентами. На данный момент в судебные органы разновременно направлены иски о взыскании вышеназванных кредитных средств по 360 лицам, по которым приняты решения. В их отношении будут приняты предусмотренные законодательством меры, направленные на исполнение судебных решений. На Алакове, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. В ночь с 3 на 4 февраля в Гудаутском районе неизвестные осквернили еще не открывшийся памятник в честь павших в Отечественной войне защитников Абхазии из поселка Алгат, села Лахна. Сломано несколько табличек с названиями районов страны. Повреждена и скульптура старца. Во время Отечественной войны народа Абхазии погибли 18 жителей поселка Алгат. Плиты с изображениями всех погибших в скором времени займут здесь свои места. Строительство памятника началось в 2016 году и открыть его планировали уже в марте месяце текущего года. Автор мемориала – архитектор Игорь Смыр. Следует отметить, что памятник возводится только за счет частных средств. Не хотелось бы мириться с этим. Ну, что произошло, то произошло. Тому, значит, так уже как бы вот только наше возмущение, все остальное. Мы восстановим, он будет, значит, так на хорошем уровне, и будут и радоваться и те люди, кто, значит, так вкладывал сюда эти средства, потому что собраны средства, народные средства. На месте происшествия побывал министр внутренних дел Гарри Аршбам. По его словам, виновные обязательно будут найдены и наказаны. По данному факту однозначно будет возбуждено уголовное дело. Кто это сделал, я думаю, что это кощунство. Человек бессовестный, который не имеет никакого отношения к памятнику, который строится в данном случае здесь, на этой территории. Вот. И мы приложим все усилия для того, чтобы данные лица были найдены и наказаны. Для улучшения условий проживания жителей села Яштхо Сухумского района проводится ряд мероприятий. Среди них работы по замене кровли во второй средней школе села. Также близятся к концу работы по прокладке водопровода. Подробности в репортаже Алики Трапш. Вторая средняя школа села Яштхо была построена в 1983 году. На сегодняшний день в ней обучаются 70 учащихся. С момента основания школы здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Только за счет спонсорских пожертвований в школе было установлено 15 пластиковых окон и проведен косметический ремонт в спортзале. Но, пожалуй, один из самых неприятных фактов для учащихся и учителей школы – это протечка кровли здания. Крыша была в ужасном состоянии. Вот за это мы вынуждены закрыли некоторые кабинеты, сделали классы. Здесь некоторые кабинеты биология, анатомия, физика кабинеты были, абхазский кабинет был, кабинет информатики. Сейчас они действуют как классы, не как кабинеты. Дети в классах занимаются, потому что ужасное положение было. Капало, можно сказать, что было уже аквариум. Находиться в здании с обветшавшей кровлей становилось опасным, так как из-за протечки потолки в некоторых классах могли обрушиться в любой момент. Потому было принято решение о срочной замене старой кровли. На данном этапе идет монтаж стропильной системы. Ведутся работы по подготовке устройства ютафола и обрешетки. В дальнейшем она будет зашита профнастилом и будет иметь красивый, приятный вид, что позволит в школе работать дальше, детям сидеть на занятиях, не боясь, что их будет топить сверху.
Средства на ремонт крыши выделены из республиканского бюджета. Сметная стоимость работ 3 миллиона 700 тысяч рублей. Если погодные условия позволят, то работы по замене кровли школы будут завершены к концу февраля. Пожалуй, самым приятным событием для всех жителей верхней части села Яштхо является прокладка водопровода. В селе никогда не было водопровода, и сельчане вынуждены были набирать питьевую воду с колодцев или же покупать. Сколько живем, воды не было. Вот уже больше 100 лет наши предки живут, не было воды. Мы раньше вот бачками брали вот с города, где-то родник, оттуда привозили это, баки, есть емкости, есть, заливали. Вот так было у нас. Мы воду с родника брали. Меня, например, трудно было ходить, таскать воду, но по соседству попросил, и они достали. Мы очень благодарны, провели водопровод, вода сейчас есть. Прокладка центральной водопроводной магистрали в селе Яштхо было осуществлено за счет средств российской финансовой помощи, а разводящие сети водопровода проложили за счет средств районного бюджета. Трудность, с которой сталкивались жители села Яштуха, полностью ушла в прошлое. Сегодня проведены масштабные работы по реконструкции водонасосной станции в селе Каман Сухумского района, по приведению в порядок резервуара общим объемом 600 кубических метров. И сегодня все жители, а это более 2000 человек, имеют возможность пользоваться водопроводом. Также в селе Яштхо в 2017 году были установлены новые электрические столбы и трансформаторы, что позволило усилить напряжение в сети. В Сухумском районе в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы включены 2 объекта. Это капитальное строительство автодорожного полотна, которое связывает платформу ГУМА с селом Каман, и прокладка асфальта по улице Адыгейская. Аля Катрапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Государственном комитете по репатриации прошло первое заседание коллегии. В мероприятии приняли участие сотрудники Госкомитета, руководители различных отделов, депутат парламента Тайфун Ардзинба, представители МИД Абхазии и сами репатрианты. Подробнее расскажет Сарес Мыр. Более 10 вопросов обсудили собравшиеся на коллегии. В частности, был рассмотрен и утвержден отчет о проделанной работе комитета за 2017 год. По словам председателя Государственного комитета по репатриации Беслана Дбар, за прошедший год было зарегистрировано 383 репатрианта из Сирии, Иордании, Турции и других государств. Все зарегистрированные соотечественники получили паспорт гражданина Абхазии. Многие из них сумели восстановить исторические фамилии. В рамках сотрудничества и поддержания более тесных контактов сотрудники комитета посетили несколько городов в Турции, где проживают представители нашей диаспоры. В рамках поездки было организовано множество культурных мероприятий. Также в течение года в столице были возобновлены курсы изучения абхазского языка для репатриантов. По словам Беслана Дбар, для наших соотечественников строится 4 многоквартирных дома в Сухумском районе. Сегодня в АГУ обучается более 30 репатриантов, которые получают стипендию. В абхазские школы ходит около 200 детей наших соотечественников. Также в 2017 году было осуществлено множество социальных проектов. Ведется активная работа по оказанию помощи репатриантам в трудоустройстве. Только за прошедший год было трудоустроено 30 человек. Сотрудники отдела занимаются проведением культурно-массовых мероприятий, экскурсий по историческим местам. Более того, оказывается и медицинская помощь. Часто проводятся бесплатные медицинские осмотры. Также возникают сложности при поступлении детей в школу, в детские сады, в университет, а также юридические какие-то вопросы сопровождения. Все это проходит не только через наш отдел, но очень много вопросов, которые через наш отдел проходят. Помимо этого мы сотрудничаем с международными гуманитарными организациями, какие-то Датский совет по беженцам, управление Верховного комиссариата по беженцам, с которым мы проводим межквартальные какие-то встречи, отчеты. У нас было очень много таких полезных мероприятий. Это, скажем, тоже социально-экономического направления, то есть реализовывали какие-то небольшие бизнес-проекты среди репатриантов. Работаем с администрацией
Абхазского государственного университета, а также и других институтов, которые расположены в городе и за городом. На коллегии обсудили и жилищный вопрос. Тема предоставления жилья репатриантам вызвала бурное обсуждение. Собравшиеся отмечали, что на сегодняшний день на рассмотрении лежит около 500 заявлений репатриантов с просьбой о предоставлении жилья. Более того, многие дожидаются своей очереди уже несколько лет. Заместитель руководителя по социальной политике Госкомитета Аркан Кутарба отметил, что часто они сталкиваются с проблемой, когда репатрианты, которые получили квартиры, не проживают по месту прописки. Присутствующие отметили, что необходимо ужесточить контроль за всем этим процессом. На коллегии также обсудили черновой вариант нового логотипа Государственного комитета по репатриации и выпуск юбилейной монеты. Было отмечено, что черновые варианты нуждаются в доработке. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.